вышиваю большой свадебный кисет, который невеста ставит на приданое жениху на сватовство. Иголка с нитью начинают свой завораживающий танец. Неспешным движением руки Зоре Зиядинова воплощает на полотне самые удивительные и волшебные узоры. Тяга к вышивке у нее с детства. Будучи ребенком, сидела рядом с мамой и наблюдала, как та вышивает крестиком. В 5 классе на уроке труда шила одну из первых работ – платье. Оно было короткое, но впереди был такой красивый бант. И вот я только это помню. А потом, обучаясь уже в 9 классе, и вот я шила, тогда я помню, всем девочкам, с теми, с кем я училась, сарафанчики, юбочки. Вот так вот я начинала шить. После школы выучилась на бухгалтера, в 1981 году вышла замуж, после вместе с семьей вернулась в Крым, уже здесь получила высшее образование и работала в школе учителем труда. Стала интересоваться, изучать крымско-татарскую культуру. Информацию о традиционной национальной вышивке мастерица собирала по крупицам. Я увидала крымско-татарскую вышивку. И очень загорелась, я прямо не находила себе места. В Мирновской школе наша героиня проработала больше 20 лет. Школьникам передавала свои знания о традициях и обычаях крымских татар. Вышивальщица считает, это должен знать каждый педагог. Они обязаны знать нашу крымско-татарскую культуру и наши орнаменты. Они должны изучить, чтобы довести до наших детей. Наши дети должны это знать, потому что это там действительно очень много заложено. Очень интересно знать. Одежда, платки, картины, вышитые панно, работы Зори Зиядиновой можно перечислять долго. Вышивает она в нескольких техниках: мыхлама, татар-ишлеме, эсап-ишлеме, букме и каснак. Особое внимание привлекает Куран-капу – футляр для Корана. Гордится мастерица и другими работами. Первые свои работы я шила в 2001 году. Это вышитый женский жилет. Работа выполнена в технике мыхлама и с монетами. У Зори Зиядиновой большая и дружная семья, 3 детей и 8 внуков. Но они маленькие, поэтому я надеюсь, что я их обучу. Но они ко мне приходят, они видят мои работы, они это уже видят, меня это радует. А потом при желании, естественно, ксмет олса, саг олсак, все впереди. Зоре Зиядинова мечтает о самом главном. Мечтаю, чтобы все были живы и здоровы. Здоровье моим детям, в первую очередь, здоровье моим родным, моим племянникам и внукам, естественно. Она отдала больше 15 лет жизни крымско-татарской вышивке. Мастерица не останавливается на достигнутом, постоянно развивается, участвует в выставках и посещает курсы. Она считает, этому ремеслу можно учиться всю жизнь. Сусана Садыкова, Арсен Фукала, телеканал Миллет.